Это, говорю, 25-30 центов, мы все возьмем яровые. Нет, до 20 центов яровые мы возьмем. Точно. Сейчас. Ну, вот классический. Просто нет. Просто нет. Уборка тяжелый будет. Если там. По республике вот дожди же проходили по тем локально. Везде по-разному. Есть где-то, конечно, здесь удобрения, сколько все давали, да? После. То есть как? Ну, сейчас мы там пройдем, там дорога, лучше себе обед. Народ пожелтел, надо уходить. Да, через 10 дней выходил, вот дорога однозначно, если не раньше. урожай, видно урожай какой. По гороху. Я думаю, районированные сорта же все. У нас перспективные сорта есть. За счет партии? Да, за счет партии. Понимаете? Такие вот сортовые особенности влияния, они есть на засуху. Груза низкая, а полевую Нет, засуха, просто засуха. ничего не сработает. Вот тут интересный момент такой. Наши условия поели зайцев. Белок. Белок. Сейчас вот растение имеется в виду? Да, верхушка зайцев. В лесу уже не осталось тренной растительности. Достаточно построить. На какую-то голову зайца потеряли. Смотрите, сейчас по Ленинскому районе в прошлом году сколько взяли? 5. Больше 23. Но выехали разные сорта. Они составляют. По нашим данным, 25 центнеров они взяли. В этом году они также садятся, возлагают на сою. Они очень много. Они зимой, осенью посеяли, даже вот там крупные. Интересно, как все это закончится, сейчас посмотрим. Вот около 25. А в целом сои не хватает, конечно. Соя это огромный рынок, потребительский рынок огромный. Его на экспорт подают все на сегодняшний день производители. Конечно, рискованные культуры для нас, но с учетом глобального потепления люди должны идти на риски. Кто хочет заработать денежки, они должны идти на эти риски. Вопрос заключается в чем? Любой ценой никто не будет заставлять сою сеять. С учетом экономики, с учетом маржинальности этой культуры, конечно, нужно сеять. В прошлом году цена какая была? Продажная 30. Около 50, но это, Михаил Васильевич, сейчас вот многие сеют, вот только производители сою сеют обычными сеялками, так между рядами, да, просто обычным СЗ, и даже лучше тебя ведет и урожай не будет, да, вот уже, то есть, но это раз на раз не приходится. Как министр комплексно смотрите на эти. ну, я как новинку. А идеологии такой не надо проводить, надо соблюдать роль, которая предназначена для той или иной культуры. Так, да? 60 тысяч. Сколько глубине получилось? Ранее, выпуски ранее уже 50-70 грамм. Глубин, да? Да. Максимальная. Да. Практически через 2 недели, если дождь пройдет, ранний урожай может уже. Творческая работа наших ученых и молодых ученых, да? Кто здесь докладывает? Ингвировна, ученый-секретарь. Молодежь втягивается? Есть работы? Новые, которые заложены в полевых условиях. Инга Юрьевна сейчас, вот они в этом году новый сорт Сатурн овса хотят включать в госреестр. Хорошая работа, селекционная работа с Химкинской станцией по пшенице, по яровой пшенице. Сорт выведенный здесь, да? Совместно с Химкинской станцией, да. Наверное, на следующий год будем в госреестр сдавать. Получится все? Ну, все-таки 7-8-летний итог работы должен быть такой. Надо блокировать свои интересы. Для Поволжья практически районным сортом будет, и продажа пойдет. Так, деньги больше будете зарабатывать. Также у нас с Деньги это, нет? Нет, престиж это само собой.
Патриотом быть это всегда хорошо, но кроме патриотизма должна быть еще экономическая составляющая, иначе молодежь не увлечет. У нас интересная работа по картофелю. Вот научный сотрудник стоит, тоже селекционная работа идет совместно с другими селекционными центрами. А также... Все мергелек, Пока нога здесь. Говорить, статьи давайте. Огромный рынок потребительский в Российской Федерации. 9,5-10 тысяч тонн, говорили. Сейчас, может, какие-то корректировки произошли. Говорит, надо писать. Ну, пишем. В научной литературе, чтобы потом обратили внимание. Государственные деятели, общественные деятели, тогда все равно будет результат. День поля 2016. А вы что здесь делаете? А какой? Да? Любите сельское хозяйство? Ну, я полагаю, кушать все любите? Полезный продукт, да? Да? А вот чтобы мне это было интересно, конечно, надо приходить, надо смотреть. Kize Petrana Merzem, Tinahta Чеваш Халкюридия, Халюмар, Шаганбек Юры, Сумайкизем Калашер. Барбана Герзегина Изасная. Республиканского дня поля. Я рад вас приветствовать на гостеприимной цивильской земле. Я надеюсь, что время, проведенное здесь, будет эффективным для вас. Ну и в то же время хочу, пользуясь случаем, пригласить вас на традиционную Тихвинскую ярмарку. С праздником вас, друзья! Спасибо! Ну и, конечно же, слово предоставляется главе Чувашской Республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву. Дорогой Хизепля, ялышенезем, шерещенезем, хакла ветеранзем, ученыйзем, шкулачизем. Добрый день, дорогие земледельцы, селяне, дорогие наши ветераны, наши школьники, студенты. На самом деле мы ежегодно проводим День поля с одной единственной целью, чтобы для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности была возможность потрогать, пощупать, походить по полям, взвесить, оценить комплексно, где мы отстаем, какие наши успехи, какая перспектива, сделать определенную аналитику пройденного пути или сельскохозяйственного периода текущего года и, соответственно, поставить задачи на следующий уже сельскохозяйственный год, потому что этот год, можно сказать, уже он состоялся, остается нам практически еще позаниматься уходом за посевами и потом убрать тот урожай, который зреет на полях. Все мы понимаем и ощущаем, так скажем, определенный дискомфорт. То, что не хватает влаги, дефицит на самом деле ощущается. Мы сейчас тоже посмотрели вот на опытных участках научно-исследовательского института сельского хозяйства. Это тоже визуально все видим. И с учетом того, что в отдельных районах дожди прошли, зреет неплохой урожай, но мы должны всегда по культуре земледелия, по технологии выращивания разных видов сельскохозяйственных культур подстраиваться под погоду. Использовать, где нужно, и капельное орошение, использовать другие инструменты для того, чтобы растения не ощущали дефицит влаги. И соблюдать все агротехнические мероприятия всегда, и осенью, и весной, для того, чтобы сберечь влагу. Касаясь государственной поддержки, я хочу подчеркнуть, вы видите, насколько на сегодняшний день внимательно и серьезно отслеживает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Дмитрий Анатольевич Медведев, председатель правительства, лидер партии «Единая Россия», ездит по хозяйствам, по тем площадкам, по новым проектам. И недавно, буквально на этой неделе, состоялась тоже рабочая поездка в Московскую область. Правительственные комиссию провели, цифры были озвучены такие, я просто напомню. Государственная поддержка со стороны федерального центра только в этом году это 215 миллиардов рублей без регионального бюджета. На следующий год в проектировках, параметрах бюджета 2017 года это практически 237 миллиардов рублей. Основные приоритеты расставлены, поэтому обращаю внимание получателей разных видов государственной поддержки, чтобы вы тоже свои приоритеты расставили правильно. Государственная
поддержка оказывалась и будет оказываться только тем сельхозтоваропроизводителям, которые эффективно работают, у кого финансово-хозяйственная деятельность на сегодняшний день позволяет работать с прибылью. И касаясь уже тенденции импортозамещения, вы знаете, решения волевые приняты, санкции продлены со стороны Российской Федерации вплоть, включая 2017 год. И наша с вами задача завоевывать новые рынки, новые потребительские рынки, чтобы продукция чувашская была представлена не только в регионах Поволжья, но и в больших городах, мегаполисах Российской Федерации. А кто может уже продавать на экспорт, как пищевая кондитерская фабрика «Окон», почти 15% продукции уже продает на экспорт. И мы должны уже стремиться к этому. Потому что птицеводы, свиноводы Российской Федерации накормили россиян. Есть дефицит по определенным продуктам питания, об этом вы тоже знаете, я сейчас не буду на этом останавливаться. И работать по этим приоритетам, чтобы зарабатывать финансовые средства. Это агробизнес сегодня хороший бизнес. Все те, которые нормально работают, они сегодня работают с прибылью. И уровень зарплаты в динамике по сравнению с другими отраслями растет неплохо. На уровне 12-15%. Это хорошая динамика, это позитивная динамика. Поэтому я благодарен всем тем работодателям, которые на самом деле, создавая высокотехнологичные рабочие места, поднимают уровень зарплаты. Мотивация создается для молодежи, и сегодня достаточно, так скажем, молодых людей, механизаторов, специалистов агропромышленного комплекса, которые занимаются новыми инновационными технологиями для того, чтобы, увеличивая производительность труда, увеличивать уровень заработной платы. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть, вы абсолютно должны быть уверены в том, что государственная поддержка по расставленным приоритетам будет оказываться. Но самое главное, наша задача воспользоваться сполна этой государственной поддержкой могут только те, которые эффективно работают. Я еще раз это подчеркиваю. Касаясь текущего года, я объявил годом человека труда. Мы будем еще не один раз встречаться, подводить итоги. Будем вручать и государственные награды Российской Федерации, и Чувашской Республики, и ведомственные награды, для того, чтобы оказать внимание всем тем земледельцам, как и моральную, так и политическую поддержку, чтобы они ощущали постоянное внимание со стороны власти. Потому что продовольственная безопасность – это национальная безопасность нашей России и нашей Чувашии. Поздравляю с этим замечательным праздником. Вместе сейчас посмотрим и технику, и зададим и приятные, и неприятные вопросы. Культура земледелия, вы видите, сделана на высоком достойном уровне. По маршрутам обозначены осмотр полей. Желательно, чтобы все вы были неравнодушными, были на полях, смотрели новые сорта, а потом уже реально могли внедрить в свою практику, используя все те новые сорта и новые технологии. Низкий вам поклон, друзья, коллеги, желаю успехов, удачи, задора, бодрости и хорошего урожая в 2016 году. Спасибо. Вайсенкину Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Вадиму Ивановичу Николаеву. Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Ценность этого мероприятия заключается, и вот в моем понимании, это в общении. То есть люди, которые на земле работают ежедневно, ежечасно, делают, работают, и когда вот свой опыт работы обсуждают здесь, это самое важное. Аграрный сектор Российской Федерации, вы прекрасно без меня понимаете, что он развивается, он не стоит на месте. И тот указ главы государства Владимира Владимировича Путина, президента, о продлении эмбарго до конца 2017 года, не 16, а 17 года, говорит о том, что предоставляется полная возможность и понимание государства и во главе руководителя государства важности развития аграрного сектора. Мы прекрасно понимаем, что в сельском хозяйстве невозможно сразу поднять на высокий уровень ту или другую отрасль. Она идет постепенно. Но в начале Российской Федерации развитие аграрного сектора, оно заложено. И задача стоит не в том, чтобы накормить страну. Стратегическое планирование идет на том, что мы должны выходить на экспорт. И именно Российская Федерация имеет большие возможности
на мировом рынке продовольствия. Вот это мы должны сегодня делать. А для этого государство делает сегодня все возможные долгосрочные вложения. И мы это ощущаем. На недалеком прошлом сейчас будет уже правительство разрабатывается создание ассоциации семеноводских хозяйств, племенных хозяйств, которые по отраслям будут заниматься центрально, ну, не только в нашем регионе, по всей России. Закладка садов, закладка строительства и других. Вот это и есть как раз и государственная забота о аграрном секторе. Мы здесь на месте, конечно, должны приумножать и работать. И вот эта перепись, это не для того, чтобы, как говорится, у кого-то что-то, вот 1 июля началось. Это действительно понять и создать. Вот в этом заключается. Сельскохозяйственная перепись, да, Михаил Васильевич. Вот это говорит, что государство очень заинтересовано, чтобы аграрный сектор был ведущей отраслью Российской Федерации. Друзья, то, что сегодня происходит в нашей республике, то, что мы делаем действительно в аграрном секторе, в других сферах экономики, это говорит о том, что мы действительно в нашей республике сплоченно работаем целенаправленно на созидание труда, на созидание. Поэтому даже тот год, когда Михаил Васильевич назвал годом человека труда, мы это полностью воспринимаем и понимаем. Труд только человека славит, труд только создает благо. Друзья, позвольте вас поздравить с таким мероприятием. И очень хочется, чтобы такие мероприятия были у нас чаще, когда мы могли обсуждать эти вопросы, изучать опыт других. Это очень замечательно и хорошо. Дождь будет. Мы в это верим, потому что мы трудимся ради этого. Спасибо, друзья. И вам большое спасибо. Наш праздник День поля продолжается, и мы приглашаем всех гостей на экскурсию по демонстрационному полю, на котором будут представлены. Чтобы провести чемпионат России по пахоте 2017 году. 18. С вашей помощью я всю Россию и День пахоты провести на территории нашей Чувашской республики. У нас сейчас очень хороший тандем. Сельхозом получается, нам все содействуют. Надеюсь, что эти как раз трактора уже здесь останутся в следующем году в Чувашии. Только Чувашии. И пахать будут здесь. Свои наши. Так, сколько лошадок? 85 лошадей. Вот, также на тех показе мы показываем здесь наше производство Руслан, Промтрактор. Значит, сидим. Весь наш коллектив. Александр Михайлович недавно встречали. Препараты для населения, для природников. Факт является да, но работаете, там отслеживаете, сами мониторите. За ваши деньги любые это уже не новость, это уже реальная жизнь. Когда первые экземпляры были, да, люди так с удивлением на это смотрели. Это уже все в реальной работе, все работает. Для переговоров с отделом, предприятия состоятельные, платежеспособные, если сервис услуги еще сделайте, с удовольствием купят.
Автор результата Потап Лихаров. Пока это в России нигде нет никакой литературы. Что-то мало сделали. Для того, чтобы любого поля. А там еще... Приятно то, что приехали к нам. Спасибо большое. Вот. Частники покупают на рынках. Точки есть. Так что работайте. Потому что кормовая база — это фундамент. Без кормовой базы невозможно. Спасибо. Подарите. Для обработки зерна на СПХ и зерноборочные комбайны. Вся техника Россельмаша реализуется в постановленной программе управления правительства 1432. Мы все мы знаем, что скидки 25%. Данная техника приведена на выставку «Авангард» Сибирский бекон. Тоже косилка-включилка, тоже работает надежности. По надежности там, конечно, нужны импортные, надежные реконструктора, а так, качество работы хорошее. Вот уже большое количество техники реализовали. Раньше, конечно, такая недоступная. Сейчас везде программа, большой спрос, определенно учат на заводе. 10 миллиардов практически. Заявки оформляем, принимаем по программе. Также рядом же у нас уже и сервисная служба подготовлена стоит. И 3 года назад Россельмаш запустил свою линейку масел. А совместно с отечественной компанией «Газпромнефть» Россельмаш уже представляет на рынке свои специализированные масла. Гидравлические, трансмиссионные для двигателя. Стоимость масел на уровне отечественных масел намного дешевле Shell и импорта. Работают безотказно техника. Это наши клиенты подтверждают. Не мешает работе? Хорошо. Да? Управление тоже идет хорошими техниками. Только в этом году в республику мы завезли 4 косилки. Тоже определенный спрос есть, но пока на заводе очень. Мало 4. Сколько нам косилок надо? Если старые, все убрать у нас. Представляем КамАЗ, что в этом году мы выставили только новую технику, которую произвели специально. В предыдущие, как бы, десятки километров. Зачем вы хотели? Поля у нас разные, работаем с рискованным когда вы будете производить, продавать, качества не будет, реклама пойдет, Самое главное, люди должны понимать, что такое качество. Они понимают, что такое качество. Данная техника нашла своего покупателя. Данную технику площадки выставки набирают ВДС Сибирского района. С вашего позволения мы хотим вручить современный, надежный, высокопроизводительный комбайн хозяину данной техники. Позвольте, пожалуйста, вручить. Радует, что новая техника приобретается.
эффективными предпринимателями. От души поздравляю с обновлением техники, что техника работала, приносила свои результаты, и ваша доходность вашего предприятия росла. У нас уже комбайна Ростельмашки 7 комбайнов стало. Вот убирать надо меньше 5000 гектаров, убирать надо. Арендовать еще комбайны будем. Арендовать. Думаем, уложим. На сколько лет? Кредит или сразу? Сколько лет? 8 лет. 8 лет? И процент какой получается? Годовой. Годовой? Это без субсидирования. Субсидирование. 7% годовой. Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые участники выставки, компания «Агронашнаб» представляет на территории Чувашской республики Кировский Петербургский тракторный завод. Перед вами обновленный Кировец К-744Р2. Петербургский тракторный завод участвует во всех льготных программах Российской Федерации. И благодаря этим программам, благодаря поддержке, пониманию и полной поддержке правительства Чувашской республики, сегодня этот Кировец поступил, нашел своего хозяина. И, Николай Васильевич, пожалуйста, просим вас вручить именные ключи руководителю агрофирмы «Пионер» трактора «Кировец». Мощностью 350 лошадиных сил. Поздравляю. Будем надеяться, он будет работать на благо процветания Чувашского села. Здесь, что хочу сказать, вот Николай Германович Николаев, он никогда в сельском хозяйстве не работал. Теперь в Канашском и Бреслинском районе, в Бреслинском районе неосвоенных земель более 1500 работал. В Канашском 500, еще 1000 ищем. Парк обновили, десятки миллионов рублей вкладывают в сельское хозяйство. Подготовим проект на 400 лилов. Ферма, да? Ферма, да. В начале следующего года, то есть земли уже все оформлены. Начинаем работать. Низкий поклон вам. Вы идете на эти риски, а риски должны оправдываться. Николай Васильевич, еще хочу сказать, часть техники прицепной тоже там уже куплены агрофирмы «Пионер». Молодцы. Значит, выгодно проводить день поля? И для покупателей, и для продавцов. Находите друг друга. Благодаря Дниполю ему достался этот трактор. Да. Кратчайшие сроки. Ориентировочно 150 дней, но вот удалось вытащить трактор за месяц. Поэтому, пожалуйста, приходите, постараемся в кратчайшие сроки удовлетворить ваши требования. Завод имеет заказ. Имеет определенный запас, да, в любом случае. Это для производителей надо говорить. Сегодня, если захотеть, невозможно купить. Это да, надо заказывать заранее. Немножко. 175 рублей пришла. В процентах можно получить 30% скидку. У вас, если со всеми программами, практически вы выйдете на скидку в районе 30%. От стоимости. Сейчас в этом году порядка 160. Порядка 160. Да, все прошли. Здесь два участвуем. Комбайн если брать 6-литровый жаб, порядка 2700. Это агромашка. 200 стоит. Очень пользуется спросом. Самое главное, мы вернулись на такие рынки, как Краснодарский край, потому что сейчас очень хорошо здесь на заводе тракторе доработали двухбарабанные комбайны для очень мягкого обмолота. Госкомиссии, только испытательные станции, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область. В следующем году будет порядка 500 штук, мощности спокойно до 1000 штук в односменном режиме. Если будет спрос, сейчас специалистов, так, этот год специалистов набираем, начинаем учить. С ценой все хлебнет. Небольшую, самую маленькую, но самую передовую выставку. Что хотел вам презентовать? Вы видите, как развивается компания «Агромаш». Развивается техника. Техника совершенствуется и модернизируется, она улучшается. Совсем скоро будет принципиально новый уровень использования техники. Будет принципиально новый уровень автоматизации техники. В рамках этой презентации мы хотим предложить вам нашу разработку как чебоксарской компании.
Используя стандартную, в принципе, достаточно простую карту Росреестра, мы предлагаем уже, в принципе, реализовано, мы разделим 100 районов Чувашии по социальному признаку, мы предлагаем разделить по сельхозпредприятиям. На этой карте вы можете всегда в режиме реального увидеть, как соседские тепловые фонды, и что конкретно в каждом районе, в каждом непосредственном сельхозпредприятии посажено, и то, как растет. Кроме того, программа функциональна настолько, что она показывает, на каком участке, какого состава и качества находится при текущий момент почва. Данные анализы проводятся также все автопетовые платформы, специалисты уезжают на место, берут замеры, берут пробы, отвечают по итогам проведения анализа, просят информацию, информация учитывается. После того, как данная информация проведена и на следующий год необходимо посеять что-либо другое, программа автоматически может просчитать, какое необходимо количество удобрений, минеральных в том числе, необходимо ввести в каждый элементарный участок. Можно использовать систему для существенной экономии. Взаимной связи техника граммаж, внесение удобрений будет происходить индивидуально по необходимости. Где нашли это? Такое поле? Это вот... Ядерский. Ядерский? Гумус? 7,5 не поверил. Да, это у меня на самом деле прогресс. Процесс на именно этом участке он есть. Что вам? Здравствуйте. Мы комплекс представляем технику хозяин, раздатчики горизонтального типа, раздать объем 90 кубов, бывает модификация. Не знаю, как обстановка? Как вы сказали, разводите? Каждый год продаем? Где-то 8 единиц каждый год. На сегодняшний день смогу автоматическую работу уже. Работаем по программе 14 регламента, имел 25% скидка останется, и по ростографике. Кроме формы раздачи у нас есть инвестиции соломы для организации уборки банчиков, прицепы 15-16 тонники и газовые для организации подавления. Самим надо вам сейчас организовать, агроформировать. Одно дело продажи техники, другое дело землю производить, сегодня же выгодно производить. На одной продаже техники много не уедет, желательно, то падает, то поднимается, кто-то хочет купить, кто-то не хочет купить. Хотите быть богатым человеком? Простой вопрос. Хотите быть богатым человеком? Развитие сельского хозяйства. Оформлять земли, работать. Создан ресурсный центр по новой технологии. Мы выиграли, что для который позволяет составить карты, электронную карту полей, которая в соответствии закладывается на навигатор трактора и позволяет вести производитель сколько карт? 60 минут уберет. Да. Анализ, конечно, он не делает. Анализ надо давать. Есть специальное программное обеспечение, которое позволяет все результаты вносить. Нет, эту карту. Ну, допустим, гектаров, например, да, за сколько пробы, сколько надо здесь, сколько он сделает? 50 пробов может, да. А вот по площади По площади на гектар порядка 20 проб. 20 участков. Это гектар сколько может? Там, да, через аварийность показывали. Не выдерживает. Диски сейчас какие у тебя? Диски какое производство? Сами диски. А? Но выдерживает? Дисковые формы. Поэтому давайте вы честно говорите, если диски у вас не соответствуют, скажите, поменяйте, сделайте и так далее. Дураков же нет для себя сегодняшний день. Вы что, сами себе заблуждение не должны вводить, и вводить должны тактически, не должны вводить заблуждение. Если сейчас будут антирекламе. Алло. Алло. Идеальный ремонт, идеальный чистый воздух на
Из 11 зерносушилок максимальная производительность 10 тонн в час, минимальная производительность 1,5 тонны в час. Завод известен своим качеством, это лидер европейского рынка, гарантия на эту машину 5 лет. Та машина, которую вы видите перед собой, работает в Цивильском районе, в КПХ Андреева Леонида Николаевича. Можно обратиться за рекомендациями. И последнее, что хочу сказать, у нас в нашей компании существует лизинговая программа от европейских производителей с удорожанием от 7%. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, оборудование доступно. Всего доброго. Забирают, нет? Забирают? Здравствуйте. 2 года работы лета, сезон работает, это наш комбайн. Последнее обновление, агрегатор вот этот наш самоходный разбрасыватель, опускатель Туман-2.